Здесь всегда многолюдно, и изменения жители подмечают сразу же. Прогуливается по новоуложенной брусчатке, а кто-то проводит время за чтением книг. Преображение парка далеко не единственный пункт в рабочем плане, рассказывает Моусар Мусиев. По словам главного архитектора города, благоустройство здесь еще не закончено. Устройство данной территории входит установка малых архитектурных форм, то есть это скамейки, урны. Также у нас на данной территории будет делаться новое освещение, будет озеленяться данная территория. Также мы предусмотрели перед центральным входом сделать большие арки, обновить. Ну вот, есть вот данные мафы, то есть данные лавочки, они по сравнению с количеством тех, которые были, их почти в 2 раза больше. Тут было дефицит данных скамеек. Мы планируем закончить данное благоустройство в октябре месяце. Плановый период окончания работы у нас октябрь. Еще один результат успешной реализации проекта формирования комфортной городской среды – благоустроенная территория вокруг Дома культуры. Здесь уже закончены работы по благоустройству. Здесь уже поменяли покрытие. Раньше здесь была плитка. Поменяли на брусчатку, которая более толще, которая рассчитана на въезды даже автотранспорта. Заменили освещение. Также поставили скамейки, урны. Мы уже видим результат проделанной работы в рамках проекта. Город преображается на глазах, отмечают жители, которые не прочь внести свои предложения по благоустройству. У нас сейчас отремонтировали Дом культуры, также начали реставрировать этот сквер напротив него. Конечно, хотелось быстрее узнать сроки окончания этих ремонтов, чтобы уже когда не закончится. На поиски ответов волнующих горожан вопросов мы отправились на стройплощадку, узнать, на каком этапе сейчас благоустройство сквера. Это уже завершающий этап отмечания, буквально Брусчатка, вопрос для установка детской площадки, а это тоже Здесь уже протянули провода для освещения, запланировано полное озеленение прилегающей территории. Также определены места для объектов общепита и отдыха с детьми. При входе в сквер предусмотрены уклоны, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли заезжать и могли тоже, как и все наши жители, приехать на данную территорию, посидеть, отдохнуть. Одна из ключевых целей нацпроекта «Жилье и городская среда» – повышение комфортности городской среды. Он реализуется с 2018 года. Хава Газикова, Адам Мережков, Магомед Шаухалов. Новости 24.